Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха, бойтесь же его и повинуйтесь ему. Ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Всевышний Аллах сообщил в Коране, что Он оберегает свое Писание и обещает, что будет оберегать его до судного дня. Он сказал: «Поистине, мы не спаслали Коран, мы без сомнения сохраним его». С тех пор прошло уже 1400 лет, как ниспослан Коран, и у него насчитывается около 1000 цепочек. Это и есть хранение Творцом свое Писание. Оно будет оберегаться до судного дня. Но забота Всевышнего не ограничивается сохранением Корана. Аллах также оберегает того, кто изучает его Писание и размышляет над ним. Такова милость Всевышнего к мусульманской общине. Он говорит: «Если вы поможете религии Аллаха, а опора его религии – это Коран, а также будете помогать верующим, то Аллах поможет вам». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своему двоюродному брату, наставляя его: «Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя». То есть познай Творца, помогай его религии и подчиняйся ему, и тогда Всевышний обережет тебя. Пусть Аллах укрепит наши отношения с Кораном, позволив помогать его религии, и дарует благодатную жизнь. Всевышний одарил нас многими милостями и успехами благодаря нашему главе и первому президенту. Да примет Аллах его душу, который являлся истинным ученым. Да примет Аллах также души тех, кто пал на одном пути с ним, и позволит им заступиться за нас в судный день.